Чтобы добраться из точки А в точку Б, выбирайте сеть авиакасс «Мой рейс», оформление авиа и железнодорожных билетов по любым направлениям. Удобное расположение авиакасс сэкономит ваше время. «Мой рейс». Наша цель – ваша удачная поездка. С 22 по 25 марта 2018 года состоялся чемпионат Республики Саха-Якутия по ралли-рейдам «Полюс холода 2018» на призы главы городского округа город Якутск. Ралли-рейд проводится в Якутске с 2011 года. В 2013 году мероприятие получило статус чемпионата республики и вошло в ежегодный календарный план Министерства спорта. Маршрут был проложен по легендарной Колымской трассе, одной из старейших дорог республики, начало строительства которой связано с освоением северо-восточных территорий для добычи золота и выхода на морской порт Нагаева Магаданской области. 22 марта в поселке Тюнгюлю в 100 километрах от города состоялся пролог ралли. Скоростная гонка по снежной целине, задачей которой стало распределение стартовых мест. Помимо участников основного ралли, здесь принимали участие все желающие испытать свои силы и получить призы за победу. После церемонии награждения состоялся предстартовый брифинг участников, и спортсмены стартовали на первый этап ралли по маршруту Тюнгюлю-Хандега. Первые два этапа Якутск-Тюнгюлю-Мегина-Алдан и Хандега-Тамтор построены по принципу любительского ралли. Участники двигаются по дорогам общего пользования согласно правилам дорожного движения. С заданной средней скоростью опережение или опоздание штрафуется. Третий этап прошел в поселке Тамтор на закрытой трассе. Здесь отсутствовали скоростные ограничения, поэтому были и более строгие требования к безопасности. При этом участие в третьем этапе не обязательно, если участник не претендует на звание чемпиона или на выполнение спортивных разрядов. В программе было не только перемещение по трассе, но и посещение населенных пунктов, музеев и культурных центров, фестиваля «Полюс холода» и ледовой резиденции Чисхана, хранителя холода. Ралли-рейд продлился 5 дней. В общей сложности участники проехали 1800 километров. Огромную роль в ралли играет работа штурмана и навигации. Нужно быть постоянно начеку, просчитывать время прохождения трассы. Например, если для участников дорожного движения на трассе есть допуск в 20 км в час для проезда знаков, ограничивающих скорость, то для участников ралли-рейда такого допуска нет. То есть, проезжая участок с ограничением в 40 км в час, они должны двигаться со скоростью, не превышающей 40 км в час. И это все должно совпадать в итоге со средней скоростью, назначенной для определенного отрезка маршрута. Старт второго этапа ралли проводился из поселка Хандега. С утра, после очередного брифинга, участники выстроились на старт. Второй спецучасток от Хандеги до Тамтора представляет собой дорогу с перевалами, узкими участками, где нужно быть предельно осторожным. В этом году также было нововведение. Помимо спортивной группы была группа «Туризм». Для них были составлены квесты, задания, которые необходимо было выполнять и зарабатывать баллы. Для класса «Туризм» временные рамки были исключены. Что касается подготовительной работы, то традиционно я в составе судейской бригады выехал заранее в поселок Тамтор. В нашу задачу входила прокладка GPS-маршрута для первых двух этапов, подготовка заданий для участников в классе «Туризм» и расстановка третьего скоростного участка в поселке Тамтор. В этом году в ралли-рейде приняли участие 35 человек. Это 5 экипажей в категории «Спорт» и 9 экипажей в категории «Туризм». В состав команд экипажей вошли автомобилисты из города Якутска, Алданского, Алекминского и Нерюнгринского районов.
третий этап решено было сделать на территории аэропорта поселка Тамтор, вокруг взлетно-посадочной полосы. С помощью тяжелой техники в течение 2 дней готовилась трасса. Это также было нововведением этого года, так как в прошлые года трасса пролегала по долине реки Куйдусун. Вечером 23 марта участники приехали в поселок Тамтор. Все сдали свои навигаторы для дальнейшего подсчета баллов, который производится по GPS-трекам участников. Далее разместились в помещении, предоставленном администрацией поселка, и стали готовиться к финальному 3-му этапу ралли-рейда «Полюс холода». Отлично, прокатились. Что больше всего запомнилось? Узкие дороги, крутые повороты, ну и, конечно, не останавливающиеся встречные автомобили. Тоже замечательно. Дают впечатление немного. А как пейзажи? Пейзажи супер. Особенно, когда появляется первый раз на горизонте горы, вообще шикарно. Поэтому все классно. Озеро голубое, где призыв такое, вообще красота внизу. Главное не засматриваться. Ну, Олегу было интереснее, он сидел справа, вот здесь-то левый руль, и он там как бы вообще все видел. Привет! Сдаемся! Как впечатление? Мы прямо точно по времени. Как дорога? А? Как дорога? Очень хорошая. Понравилось? Да. Мы-то это строго по времени. Ну-ка, иди, давайте. Дорога стабильна, да? О, опять песню. На следующий день участники ралли-рейда приняли участие в автопараде фестиваля. Это уже стало доброй традицией, когда местные жители и туристы, приехавшие принять участие в фестивале «Полюс холода», могут поприветствовать участников ралли-рейда. После парада участникам класса «Туризм» были выданы задания на 3-й этап. Это были интересные квесты, которые нужно было выполнить в окрестностях поселка Тамтор. Подтверждением выполнения квеста задания являлись фотографии участников. Что касается спортивной группы, то им предстояло получить значительную дозу адреналина на скоростном участке. Для этого мы выдвинулись в аэропорт поселка Тамтор.
Во рту все пересохло от криков. Кричали, да? Жарко. Ну, штурман кричал, я ему отвечал, чтобы он не кричал на меня. Как гонка? Нормально. Застряли там немного, да? Ну, я слетел уже. Ну, выбрали сами. Ну, а что делать? Выбрали сами. Для публики-то надо только. Супер, здорово, супер. Что это, двигатель прочистили и дальше поехали? Продышали, форсунки. Продышались, прочихали. Если у класса спорт была борьба за секунды и отсутствие штрафов, то у класса туризм было отличное совмещение соревнования с отдыхом. Главная задача состояла в том, чтобы выполнить квесты, задания и сделать фотографии. Каждое правильное фото приносило баллы. Так, например, если победители в классе спорт заработали чуть больше 300 баллов, то победители в классе туризм заработали больше 4000. Ну и, конечно, у каждого участника остались отличные фотографии с поездки в Аймикон. Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия благодарит всех партнеров ралли-рейда за помощь и содействие в проведении соревнований. 30 апреля в здании администрации города Якутска состоялось торжественное награждение участников ралли-рейда «Полюс холода» и победителей третьего скоростного этапа. Нашей столицы! 1 апреля на празднике проводы зимы были награждены победители в категориях спорт и туризм, а также администрации города Якутска был вручен флаг ралли-рейда с подписями всех участников соревнований. Двагис. Ближайшие магазины, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Скачайте бесплатно. Двагис, если быть точным. Работает офлайн. Ты точно с ума сошел.